أبسنا خدراء الحجم بخن بيرالي مي بسيتي حبر ريلا زارا إنرت بازايلا ترى ويقنا يونسكي جافش بسبي الريسبублика بيوجيت أنا كزاشيلا تشاجي يخبي حيلات برزسكو يونسكي جافبي أشوكس ألتشفيقا رخصاجرة سبي أنا قلت يقصو ماجزم أخا يأحتشو يتجيحو ويزوحن ويتزاس يشوقتو على حالة شاجر بشيحامو أتقلزاشا يميوك قدو أززارا كو حبتا يارتنا حرلا شاجر بش أتقلزاشا حامد بحنسقيانا وديخ أي حبر ريلا ترى يونسكي جافش بسرزا يونس قد بي أي экономика بوشارك ورخارق ورالا يار بشز أي خزارق وماتشم زديهيت أي экономика министр от Бурардзинба. Валовый выпуск товаров и услуг за 2016 год составил 47,2 миллиарда рублей, что на 15% выше показателей 2015 года. Если сравнивать с плановыми показателями, то рост составил более 2%. Если с учетом внешнеэкономической деятельности, то общий объем составил 71,7 миллиардов рублей, что в свою очередь на 8,5 миллиардов рублей больше, чем за 2015 год. Хочу обратить ваше внимание, что данные показатели роста в 15% с учетом того, что в 2016 году инфляция составила 5,4%, чистый рост составил 9,6%. Если взять отраслевой разрез в процентном соотношении, то мы видим, что на долю торговли все еще приходится большая часть выпуска, это 57%. На втором месте у нас 11% это показатели по промышленности. Здесь совокупный объем составил 5,4 миллиарда рублей. Хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, что этот показатель, конечно, для нас имеет большое значение. И если сравнивать, допустим, показатели промышленного производства с 2014 годом, то доля промышленности в 2014 году была всего 7,3%. И в совокупных цифрах это было 2,8 миллиарда рублей. То есть рост за этот период составил практически в 2 раза. За счет чего это происходит? За счет того, что у нас интенсивно увеличивается экспорт, экспортоориентированное производство. Это винодельческое производство в первую очередь, рыбопереработка, предприятия расширяются, предприятия увеличивают объемы производства. И подключаются новые небольшие производства, которые реализуются по тем или иным программам или за счет частных инвестиций. У нас, конечно, целый ряд направлений, которые позволяют нам говорить о том, что есть положительная тенденция не только в части общеэкономических вопросов, но и в части государственного регулирования. В первую очередь это государственные предприятия, государственный сектор, который стал, к примеру, можно привести, что показатели 2016 года, они, если брать Новоафонскую пещеру, рекордные, это 391 тысяча с половиной, что на 5 тысяч выше, чем в 2015 году. Это Рицинский национальный парк, 608 тысяч с небольшим, что практически на 50 тысяч человек больше, чем в 2015 году. Все это позволяет, и многое другое позволяет увеличивать доходную часть бюджета нашей страны. Если взять отраслевой разрез и сравнить план и факт, то практически по всем отраслям мы видим, что у нас есть выполнение плановых показателей, в некоторых случаях и существенное перевыполнение, которое составляет 20 и более процентов. Есть 3 направления, по которым плановые показатели были не выполнены. Это в первую очередь строительный сектор, потому что, вы знаете, это по объективным причинам. Строительный сектор у нас прямо связан в большей степени с объемом дотаций со стороны Российской Федерации. Если говорить о внутренних показателях, то это обращает внимание, конечно, снижение по невыполнению по банковским показателям, кредитно-финансовая деятельность. Здесь есть определенное тоже снижение показателей по кредитно-финансовой деятельности. Если говорить о прибыли, то здесь
Практически 68% всей прибыли, которая формируется у нас в экономике, приходится на промышленность и торговлю. На долю промышленности у нас приходится 43%, на долю торговли 25%. На долю торговли в валовом выпуске приходится 57%, если вы помните, да? А на промышленность всего 11%. То есть на 1% промышленного производства по прибыли приходится 3,9%. А по торговле всего 0,4%. Я думаю, что это в первую очередь связано с тем, что в сфере торговли очень много задействовано индивидуальных предпринимателей, которые находятся на общем, вернее, на специальном режиме налогообложения, который не позволяет адекватно оценивать все их показатели. В целом, если говорить о показателях, которые есть по прибыли, то мы видим, что, опять же, здесь, если сравнивать плановые и фактические показатели, по кредитно-финансовой деятельности у нас есть и по строительству тоже есть определенный недобор. Но в целом по таким показателям, как промышленность, я уже говорил, торговля, услуги, у нас везде идет рост, и он, если взять динамику не только там 1 год, то там 3-4 года этот рост стабильный и поступательный. Если говорить по совокупным занятых по отраслям, то большая часть занятых, 33%, это в сфере услуг. На втором месте у нас это туризм, и идет уже промышленное производство и все остальные отрасли. Если говорить по доле каждого района в формировании совокупного вала, конечно, мы видим, что город Сухум – это основной генератор, это более 60%, 63% валового выпуска. Здесь сконцентрированы практически все и кредитно-финансовые учреждения, и промышленное производство, и органы государственного управления. На втором месте у нас Гагарский район. Здесь свою роль играет туристический сектор. Мы, изучая сбор и анализ информации, наткнулись на определенные уже вещи, которые стали закономерностью. То есть, когда у нас разнятся цифры разных органов власти или там экономических отделов районов с показателями статистики, есть определенные проблемы, которые мы частично решили, частично решаем. Сейчас уже дано поручение премьер-министра, мы занимаемся созданием такой единой информационной базы, которая позволит обслуживать всех заинтересованных игроков, это и позволит нашим предпринимателям снизить такие издержки, которые там сегодня выражены тем, что они свои бухгалтерские балансы вынуждены сдавать там в 3 разных места и так далее. Это возможно сделать, и мы к этой работе уже приступили. Хайсы зашипса за республика бюджетанак зарашал рашахазата инартбаандала чажви да министр Хатыпой, а финансовый министр Дмитрий Сериков. По результатам работы 2016 года при плане доходной части республиканского бюджета 8 миллиардов 273 миллионов, доходы наши были исполнены в размере 8 миллиардов 29 миллионов, что соответствует 97,1%. Если сравнить с исполнением в предыдущих годах, то вы прекрасно видите, что это в целом находится на уровне всех 5 лет. Выше было исполнение по доходам только в 2004 году, когда процент исполнения составлял 98,1%. При этом хочу напомнить, что вся наша доходная часть бюджета состоит из 3 крупных составных частей. Первая и, на наш взгляд, самое важное, это является собственные доходы нашего бюджета. 2 других составных части состоят из помощи со стороны Российской Федерации, которая, в свою очередь, разбивается на 2 составные части. Это помощь на текущее финансирование, так называемое, и на бюджетные инвестиции. На этом слайде показан совокупный доход республиканского бюджета по факту, а зеленым графиком сверху показана доля собственных доходов республиканского бюджета в процентах от совокупных доходов. На этом графике ярко видно, что доля сильно возрастает в 2015 году, но это было связано с тем, что 2015 год, всем вам известно, была крайне тяжелая ситуация. Мы недополучили часть помощи с Российской Федерации, поэтому за счет этого произошел скачок доли собственных доходов до 41%. При этом в 2016 году ситуация стабилизируется, и если сравнить с предыдущими годами, доля собственных доходов в республиканском бюджете
стабильно растет. Если в 2012 году она составляла 18%, то в 2016 году она составила 34%. И, как я говорил выше, исполнение совокупных доходов республиканского бюджета за 2016 год составило 97,1%. На нижнем слайде показан объем безвозмездных поступлений со стороны Российской Федерации, где мы видим и их долю в совокупном республиканском бюджете. По состоянию 2016 году доля российской помощи составляла 66%, в абсолютных величинах она составила 5 миллиардов 265 миллионов, что соответствует 100% выполнения бюджетных назначений. Немножко забегая вперед, хотел обратить внимание на этот слайд, где показана доля финансовой помощи в расходах республиканского бюджета без учета бюджетных инвестиций. Как я говорил выше, российская помощь состоит из двух частей. Это текущее финансирование государства и бюджетные инвестиции. Вот если убрать бюджетные инвестиции, которые идут только на стройку и не идут на финансирование наших текущих расходов государства, то в 2016 году мы впервые перешли порог 50%, и мы на 50,1% свою текущую деятельность начали финансировать самостоятельно. В 2017 году при планировании бюджета этот показатель продолжает расти, и главным образом это происходит за счет роста собственных доходов бюджета. И на этом слайде мы показываем налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета, так называемые собственные доходы. Красным показаны столбцы фактического исполнения, синий столбец – это бюджетные значения по бюджету 2016 года. Красный график показывает процент роста относительно предыдущего года. То есть, если в 2012 году наши собственные доходы республиканского бюджета составляли 1 миллиард 492 миллиона, в 2013 году произошло снижение собственных доходов на 0,5%, в 2014 году рост 5,7%, то в 2015 году рост составляет уже 18,8%, а в 2016 году относительно 2015 года мы приросли на 48,2%. И наши собственные доходы относительно 2012 года практически задвоились. Если совокупно доходы всей нашей страны собственные в 2012 году составляли 2 миллиарда 710 миллионов, в 2013 году они приросли на 9%, в 2014 году всего на 0,6%, то в 2015 году совокупные доходы нашего бюджета выросли на 20,5%, а в 2016 году на 31,3%. Апснапыза министры Хатыпова Беслане Шведи дала чажвит, а инвестиции программа Хархартала, а республика Кна и Эйчка Азаус Скорпе. В 2016 году, как было сказано уже моим коллегой Дмитрием Николаевичем Сериковым, по линии инвестпрограммы поступила сумма 2 миллиарда 486 миллионов. Это та сумма, которая была окончательно затверждена на августовском мероприятии Межправительственной комиссии. Реализация полностью завершена. Реализовано 184 мероприятия. Могу сказать отдельно, какие были включены в него и что реализовано. Раздел развития автодорожной сети. Это 14 объектов. Энергетика, 24 объекта. По развитию автодорожной сети 182 миллиона. По разделу энергетика 484 миллиона. По разделу многоквартирные дома, которые включали в себя подвалы, крыши, лифты, 168 миллионов. По разделу водоснабжения, водоотведения города Сухум, 45 миллионов. Водоснабжение, водоотведения в районах, 22 мероприятия, 105 миллионов. Раздел здравоохранения 192 миллиона, из которых львиную долю составляет поставка медицинского оборудования на порядка 165 миллионов рублей. И организационные мероприятия, порядка 70 миллионов, как вы знаете, были созданы очень важные документы. Это программа по земельному кадастру, программа по утилизации отходов. Вот, и сейчас в настоящее время идет еще разработка некоторых мероприятий, которые частично финансируем, но это уже 2017 год, и по нему можно будет отдельно доложить. То есть хочется сказать, что все, что было запланировано в 2016 году по освоению и реализации мероприятий по комплексному плану, реализовано на 100%. В настоящий момент, к завершению первого квартала, у нас есть переходящие объекты на сумму порядка 400 миллионов, которые были начаты и будут завершены в 2016 году, из которых сумма поступила уже в Абхазию порядка 45 миллионов.
Планы на 2017 год у нас как минимум остаться на прежнем пределе, а то и вырасти до 3 миллиардов рублей по освоению. Но это покажет наша межправительственная комиссия, которая запланирована проведением в марте месяце. Айхабыр арилат параджия айткулан июньский вявший кусарзы а республика бюджет анак даша акшара айти тапснахада Рауль Хаджимба. Почему такой акцент был сделан по цифрам, связанных с вопросами инвестпрограммы и других направлений деятельности? Потому что в последнее время я вижу и слышу, как некоторые господа политические деятели манипулируют легко этими цифрами. Теперь, что касается вообще в целом ситуации. Выступавшие отметили, что исполнение бюджета основывалось на принципах сбалансированности и эффективности использования бюджетных средств. Очевидно, для всех тенденция последних 2 лет – это то, что идет рост собственной доходной части бюджета. И эта динамика должна наращиваться. Для этого действующая система налогообложения должна претерпеть серьезные изменения. Необходимо интенсифицировать начатый процесс реформирования бюджетного устройства и процесса. Об основных приоритетах и цифрах бюджета 2016 года было многое здесь сказано. Но я хотел бы остановиться на тех возможностях, которые в полной мере еще не задействованы, и об исполнительской дисциплине. Не могли не отразиться на экономические и финансовые возможности нашей страны те кризисные и санкционные процессы, запущенные Западом по отношению к России. За последние 20 с лишним года это почувствовали и мы с вами в вопросах реализации мероприятий по линии инвестпрограммы. Здесь об этом говорилось. Немало трудностей возникало и в части своевременного исполнения социально значимых обязательств. Да, они были, никто их не отрицает. Но мы все эти обязательства, несмотря на то, что по времени, по некоторым направлениям мы запоздали, но выполнили. И сегодня нет никаких долгов. И это все делалось фактически без повышения тарифов и ставок налогов. Несмотря на все трудности, связанные с несовершенством наших государственных институтов и бесконечной политической вознёй, мы выдержали все эти сложности и продолжаем укреплять все эти позиции. Все наши усилия в ближайшее время должны быть направлены на развитие деловой активности малого, среднего и крупного бизнеса, созданию условий их становления и развития, снижению всяческих административных барьеров, проверок. Активнее следует правительству и его структурам включиться в процесс выработки понятных для бизнеса правил в налоговом законодательстве. Наши бюджетные возможности следует улучшать не путем повышения налогов, а их полным взиманием и недопущением использования коррупционных схем, а также путем повышения эффективности бюджетных расходов. В этой части, я еще раз говорю, мы далеки от совершенства, хотя уже существующая система казначейства позволяет осуществлять контроль за использованием финансовых средств. По многим видам налогов мы не добираем значительных сумм, что в общей цифре составляет порядка 243 миллионов рублей. Правительство должно провести соответствующую работу, направленную на установление причин и принятию мер по ликвидации таких задолженностей. Никаких снисхождений в этом вопросе ни для кого не должно быть. Еще раз хочу обратить ваше внимание на слабую работу по вопросам администрирования этих налогов. Понятно, когда это связано с объективными причинами, но в большей степени речь идет о человеческом факторе и о недоработках в самих фискальных структурах. Хорошая работа была начата по контролю за деятельностью РУПов. Однако эта работа не доведена до конца. Многие предприятия так и остались вне поля жесткого контроля со стороны правительства и контролирующих структур. Значительная часть руководителей этих предприятий незаконным путем создали себе комфортные условия, сдавая в аренду площади, оборудование, но от этой деятельности никакого проку нет для государства. Нет практически никакой работы на этом этапе, хотя в начале нашей деятельности была активная фаза деятельности по возвращению тех
долгов, которые провисли за последние годы. Сегодня же этой работы практически нет. Об этом мы говорили с генеральным прокурором, и, надеюсь, эта работа будет ужесточена. Списки должников, как юридических, так и физических лиц, имеются. И по ним следует активизировать работу, не дожидаясь ликвидации этих предприятий. У нас основной причиной невозврата этих денег называют «нет предприятия», «умер тот или иной должник», и практически все эти долги в конечном итоге списываются. Помимо названных возможностей, есть и те, которые должны складываться в виде дополнительных доходов для бюджета страны. Таковыми являются нераскрытые еще возможности в курортно-туристической сфере, аграрном направлении, транспортном секторе и энергетике. Не на должном уровне работы и с недвижимостью. Значительное количество объектов еще не задействовано в экономическом обороте. По некоторым мы не получили ни одного рубля, хотя по ним принимались и правительством, и парламентом соответствующие решения. Требую от руководства правительства и от прокуратуры жесткого подхода по этим вопросам. Я думаю, все знают, о каких объектах идет речь. Объекты проданы, объекты вроде бы находятся в собственности тех или иных людей, денег с первого дня как не было, так и нет. Пора подумать о соответствующих шагах для того, чтобы вся эта задача была бы решена в интересах государства. Сложная тема тарифов по разным направлениям жизнедеятельности государства. Это отдельный и сложный вопрос, вызывающий резонанс в обществе. Но и здесь эти вопросы должны решаться в контексте соизмерения интересов наших граждан с реальной ситуацией, которая складывается в различных направлениях нашей деятельности. Это вопросы энергетики, это вопросы водоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и многих других направлений деятельности. Так оставаться мы не сможем. Как бы мы ни говорили о своем отношении к нашему обществу, и общество должно понять, что другого выхода у государства быть не может. Нигде, ни в какой стране вы не увидите других иных подходов в этих вопросах. Но я еще раз возвращаюсь к тому, что, учитывая то реальное положение дел, учитывая социальное положение наших людей, мы должны решать эти задачи. Другого выхода у нас просто с вами нет. И последнее. Хотел бы обратить ваше внимание на качество исполнительской дисциплины, которая напрямую связана и с улучшением наших бюджетных возможностей. Было за этот период дано значительное количество поручений. Я остановлюсь только на некоторых, особенно в части, касающейся вопросов, связанных с темой налоговой системы. К сожалению, мы пока практически ничего не сделали. Что касается единого социального налога, о котором мы много говорили, ничего пока не сделано. И таких поручений было порядка 14. Из 14 в полном объеме выполнено только 4. Остальные находятся на стадии выполнения, а некоторые практически остались забытыми. Я их не забыл. И даю вам слово. Буду спрашивать. И спрос будет достаточно жесткий. Поэтому нам надо более активно работать в этих вопросах и более эффективно использовать те возможности, которые есть у государства. Они, к сожалению, пока не самые большие. Ну вот один пример того, как мы рачительно относимся к тому, что имеем. Не хочу никоим образом уничижать тех людей, которые занимаются этой темой, но цифры говорят сами за себя. У нас в фонде инвалидов количество людей, инвалидов войны, растет по геометрической прогрессии. Вот цифры. На 1.1.8 года инвалидов второй группы 1076 человек. На 1.14 года, первого месяца, 1748 человек. И на 1.1.17 года у нас уже 2452 человека. Цифра возросла на 1376 человек. Почти на 40 миллионов возросло
количество денег, затрачиваемых на эти мероприятия. Я просил бы, мы по этой теме говорили уже буквально в декабре месяце, и будет соответствующее указание и прокуратуре по проведению соответствующих работ, связанных с проверкой и формированием пакета документов по этой категории людей. При всем моем уважении, хочу заметить, значительное количество людей, попавших в качестве инвалидов в данные списки, не имеют отношения к войне. И таковых, к сожалению, упущений немало. Но я очень верю в то, что у нас с вами есть ресурсы, возможности, только при одном условии, что нужно желать работать плечом к плечу, а не создавать условия противоборства как внутри наших структур, так и в политическом плане. Пора прекращать. Следует понять, что нам нужно многое что выдержать. А выдержать мы сможем только тогда, когда у нас будут свои собственные возможности. Абсневицкий жавшик за республика бюджет и нахсажа аневис, ай хабра рила зара аллахулатша вышек другой из чакмы. Ай хабра рила зара айлат парадубаски рила шажвит, а фонд ко бюджет анакзаши и гифазара кое.